Сильнейшие масс-рестлеры Европы собрались в Риге, чтобы выяснить, кто из них самый-самый. Причем первенство было в абсолютной категории, где вес участников начинается от 90 килограммов. И в Латвию приехали силачи из 11 стран. Это событие еще раз подчеркивает большие успехи Международной федерации масс-рестлинга. Буквально несколько минут назад было подписано соглашение между общественной организацией наших земляков-якутян, проживающих в Латвии, и вот этим культурно-спортивным комплексом «Лида». И комплекс «Лида» и наша общественная организация будут сотрудничать в области продвижения различных общественных инициатив в спорте, в культуре. Масс-рестлинг завоевывает все новые территории. Сегодня в 55 странах знают, что за спорт такой перетягивание палки. Недавно к этой семье присоединилась и Латвия, причем бойко и не скрывая амбиций. Нашу федерацию мы зарегистрировали только в прошлом году, в ноябре. В этом году мы собираемся получить официальный статус присвоить официальный статус этому виду спорта. То есть в Латвии он будет официальным. Соответственно, мы вводим и как допинг-контроль, так и градацию. На спортивной шкале будут у нас и, соответственно, чемпионы Латвии, и мастера спорта. Победу среди женщин одержала спортсменка из Финляндии Вааранmaa Аанина. А среди мужчин разыгралось настоящее сражение. В финал против нашего многократного чемпиона, россиянина Виктора Колебабчука, вышел украинский атлет, действующий абсолютный чемпион мира Олег Сылка. И в этом поединке наш богатырь выиграл соперника в сухую 2-0. Подготовка, конечно, проходила на высшем уровне. Готовились серьезно, не скрою. Но, естественно, настрой боевой был, потому что на таких турнирах проходных спортсменов не бывает. Все сильные. И надо показывать свой высший класс, мастерство и доказывать это на помосте. Для всех спортсменов состязания в Риге стали хорошей проверкой своих сил, ведь впереди 3 этапа Кубка мира в Азербайджане, Узбекистане и Польше, а значит, главная борьба только начинается. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Рига, Латвия.